Здравствуй, страна огромная. Начинаем 32-й выпуск нашего общего интернет-проекта. И сегодня вещаем от Магадана до Москвы. Поговорим сегодня о такой вот теме, как СВО, спецоперация и кризис управления или кризис власти в нынешней путинской России. Для многих уже сейчас очень актуально обсуждение, что такое СВО, что такое спецоперация, что такое вообще событие на Украине, это следствие или причина, выявили, что это вообще такое для истории России, жаркие споры. Но хочется понять вообще, что это такое для россиян, что это следствие или причина кризиса, который сейчас вокруг нас разворачивается практически во всех сферах. С вами Антон Просекин из студии в Иркутске. Я хочу представить вам наших гостей. Со мной в студии Сергей Георгиевич Левченко, депутат Государственной Думы от Иркутской области, Республики Саха-Якутия и Магаданской области, первый секретарь обкома КПРФ Иркутской области. На связи с нами Баглаев Владимир Николаевич, экономист, общественный деятель и директор Череповецкого литейно-механического завода, промышленник. И сегодня мой соведущий Игорь Михайлович Гончаров на прямой связи из студии «Спец» в Москве. Здравствуйте. 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 Добрый. Я хотел бы первый вопрос адресовать, Сергей Юрьевич, вам. Мы чуть больше года назад, в апреле, вы организовали круглый стол, посвященный вообще сложившемуся тоже кризису в разных ипостасях. И назывался он «Государство развития. Современные методы развития государства». Вот тогда очень ярким было выступление. Это, кстати, видео есть на канале «Спец». Вы можете зайти, посмотреть, когда закончится наш эфир. Ссылку позже добавим в описании. Вот Булат Робертович Нигматуллин там очень ярко выступил, говорил, что Россия находится во всех мыслимых и немыслимых кризисах. Страна в опасности, мы теряем население, теряем территорию, теряем свой язык, теряем свое будущее. Но это вот было 1,5 года назад. Сейчас-то еще больше все обнажилось. И вот все-таки, как вы думаете, кризис привел к тому, что мы вступили в спецоперацию, ну, как бы для того, чтобы замаскировать кризис или отвлечь от кризиса, или спецоперация породила вот это усиление кризиса? Да нет, конечно, причина здесь кризис, а спецоперация это следствие, да и не только спецоперация, многое то, что происходит сегодня на наших глазах. Вы знаете, мы, наверное, 1,5-2 года назад почувствовали, к чему идет дело, и поэтому стали проводить круглые столы с привлечением достаточно большого количества и ученых, и в ранге академиков, докторов наук, и промышленников, и производственников, и представителей информационной среды. И действительно мы тогда провели круглый стол в Москве, затем через месяц примерно в Санкт-Петербурге, а после этого для того, чтобы зачерпнуть, как говорится, глубинку, провели еще круглый стол и в Якутске, где сформулировали те проблемы, которые существуют в провинции, в том месте, где сегодня добывается самое большое количество алмазов, и тем не менее, к сожалению, люди живут очень тяжело. И мы тогда предвосхищали, что вот этот кризис, он действительно комплексный, был практически во всех сферах, начинался или уже продолжался тогда, начиная от производственной, заканчивая сферой культуры и спорта. Вот. Он обязательно приведет к обострению ситуации. Но вот это наступило в феврале этого года, поэтому я нисколько не сомневаюсь, что это одно из проявлений кризиса, и мы можем эти проявления кризиса, немножко подумав, найти в любой сфере человеческой жизнедеятельности, в том числе и вот и сегодня в военной сфере. Спасибо. Владимир Николаевич, как вы считаете, спецоперация это следствие кризиса в нашей стране или кризис это следствие спецоперации? Ну вот вам как промышленнику все-таки видно и другую сторону, это санкции, ограничения в торговле, вот это импортозамещение, уже набившее всем оскомину слово. Как вы думаете?
Вы знаете, я не считаю необходимым связывать ту ситуацию, которая возникла в стране, непосредственно со спецоперацией. Это слишком близорукий взгляд, на мой взгляд, потому что... А почему вообще у нас сама мысль возникла где-то почему-то провести спецоперацию? Почему возник 2014 год? Почему вообще у нас большая Россия поделилась на кусочки? Понимаете, поэтому надо рассматривать на ту ситуацию, которая сложилась непосредственно сейчас, как кризисная нами воспринимается, не как последствия отдельно взятой операции, а как предательство наших российско-советских элит еще в тех времен, сдача интересов в большой территории, попытка включиться в глобальные проекты определенными лидерами страны нашей той, да, которые начались даже не в 1991 году, а намного раньше. Ведь в 1991 году страну разваливали уже люди, которые были не просто предателями, они были идеологически заточены на достижение и веру в то, что глобальные цели мирового развития стоят выше целей их страны и их народа. Это если так коротко. Поэтому то, что мы сейчас начали какой-то проект под названием СВО с непонятными целями, до сих пор никому непонятными целями, потому что когда нам говорят про денацификацию и демилитаризацию, мы видим практически во всех проявлениях того, что сейчас происходит, что после каждого мероприятия, так скажем, то ли нам навешивают, то ли мы в ответ чего-то навешаем, тут же вопрос, а давайте теперь сядем и поговорим. И о чем-то договоримся. Причем все понимают, что договариваться надо не с украинской властью, а с кем-то другим. С кем? С кем наша, так сказать, властная верхушка должна договориться и о чем. Поэтому с точки зрения того, что кризис в стране некоторые существует, а кризис вообще от чего на самом деле существует? Вот, понимаете, вот мне кажется, мы за словами и за близоруким отношением к действительности не видим самого главного. То есть вот, название «кризис управления». А что значит кризис управления? То есть у вас управляющие, какие-то управляющие, хотели достигнуть каких-то определенных целей. Да? Вот у них были такие цели и задачи. И вот они пытаются к этим целям идти, а не получается. А я вот этого не могу сказать. Почему вы считаете, что те цели и задачи, которые перед собой ставили те или иные органы управления, так скажем, нашей страной, они не достигаются. И мы идем не по плану, не по сценарию. Откуда такая убежденность? Я вот скажу откровенно, что если у меня на заводе что-то не ладится, там где-то какой-то отдел или там подразделение, или начальник выпадает из работы и что-то начинает проваливать, ну садимся и думаем, что менять, куда бежать в другую сторону и, конечно же, на кого менять того начальника, который все это допустил. У нас за последние... не знаю, сколько лет, кто-нибудь из верхней верхушки управления выпал из обоймы? Даже когда Алексея Кудрина, в общем-то, при Медведеве подвинули с должности министра финансов, он что, далеко ушел? Или у нас Чубайс куда-то за 30 лет, он только сейчас, после военных операций, а до этого он постоянно был при делах. Поэтому, понимаете, называть кризисом управления то, что сейчас происходит, я должен так сказать, чтобы определить степень беды или проблемы, или отклонения, надо понять, что вот цель была вот там, а мы до нее не дошли очень-очень много. Или чуть-чуть не дошли, надо бы подправить. Дальше возникает вопрос, а мы куда вообще шли? Мы вообще куда шли? И это касается на самом деле не только страны. И я вот по большому счету смотрю, общаюсь с молодежью, ну вот ребятам там 25, 30, 35 лет. Кто-то из них пытается зарабатывать блогерством, кто-то это еще. А у меня всегда возникает вопрос. Ребята, а когда вам будет лет на 10-15, а еще, а может даже на 20 больше, вы вообще как себя кормить собираетесь? Вы что умеете делать? Что вы будете предлагать миру, за что вас мир в ответ будет кормить? И я пришел к одному простому выводу, что у 95%, если не больше, молодого населения сегодня даже мыслит о том, а что они, за что их мир будет кормить. Они почему-то сейчас, ну это наша вина, конечно, в том числе тех, кто учит молодежь, они уверены, что почему-то мир обязан будет их почему-то поддерживать уровень жизни и всего остального. Так во всем.
Поэтому у страны нет будущего, нет целей у страны каких-то, потому что мы их не декларируем. То, что мы декларируем, это лозунг, который вообще никак не подкрепляется, это красивые какие-то слова без всяких мероприятий. В данной ситуации я не готов относиться к тому, что происходит в России, как к кризису управления, потому что никакого управления нет. Своего национального управления я не вижу. Есть какое-то подправление в управлении кем-то нас сверху. Потому что тот факт, что мы больше 30 лет развиваемся как сырьевая колония, это ведь не наш сценарий и не наши планы. Ну так уж, если честно. Дальше возникает вопрос. Если мы хотим от этого отказаться, то необходимо принимать определенные меры. Если мы говорим, что мы остаемся в глобальном проекте, и мы по-прежнему приверженцы рыночной экономики и встраивания в глобальную систему разделения труда и международной торговли, тогда это вообще никакого отношения к проектам национальным не имеет. Вот в данной ситуации, пока мы не определимся, в чем мы хотим и хотим, так, да, сказать, что мы идем не туда, а куда надо идти. Понимаете, вот сегодня сколько вот людей смотрят, у любого спроси, у каждого будет свое понимание, куда бы он хотел прийти. Человеку, которому сегодня 20 лет, у него свое понимание, куда он хочет попасть, кому 30, свое понимание, кому 50, свое понимание. А кто нам вообще скажет? Самое интересное, что власть, которая пытается электорат получить в свой кармашек, она каждой из категорий обещает то, что хотят услышать. Пенсионерам им обещают поднять пенсию. Ну, по факту пенсию поднять не получилось, зато здорово подняли пенсионный возраст. Молодым обещают... А что это молодым обещают? Ну, не знаю, за границу, может, попроще выехать пообещают, что тоже, в общем-то, их не может не радовать. И то большое информационное пространство, где они будут там кем-то работать и за что-то зарабатывать деньги за какие-то. Ну, тоже по факту не все так получается просто. А по практике я еще раз привык к тому, что на производстве любой день рабочий начинается с тому, что есть задание на дневную смену, на вечернюю смену, на ночную смену. Надо выполнить план работы за день, для того, чтобы потом вложиться в план работы за декаду. Из планов и выполнения плана работы за декаду складывается план работы за месяц, а дальше за квартал и за год. Вот я хочу понять, где какие планы надо сделать за день, за декаду, за месяц, за квартал, чтобы приблизиться к какому-то целевому показателю страны за год, за 10 лет, за 50 лет. Ничего этого нет. Даже тот бюджет, который мы сегодня принимается, пока проект в Думе, ну, все, кто его читал, говорят, странный бюджет, вот, абсолютно мирного времени, как будто бюджет сам по себе, а СВО, и вы говорите СВО кризис. Вы бюджет посмотрите, там абсолютно не кризисный бюджет, все абсолютно спокойно. Поэтому вот здесь сложно мне на самом деле говорить о том, что мы идем куда-то никуда, не туда, потому что не очень понятно вообще, куда мы хотим прийти. Понимаете? Ведь надо с этого определять. У нас нет идеологии, у нас нет цели в стране. Если у нас единственная цель у России сейчас, на ближайшее время, это демилитаризация Украины и денацификация, а других целей пока мы не обозначаем, то даже с этими целями я не очень вижу, как коррелируют те мероприятия и действия, которые у нас в стране происходят, с теми целями и задачами. Этого ничего нет. Поэтому сложно критиковать, потому что... А что критиковать? Вот, если все идет по плану. Ну, то, что планы у нас, может быть, другие, это же не говорит о том, что что-то идет не по плану. Ну, еще бы план был озвучен, было бы вообще идеально. Спасибо большое, Владимир Николаевич. У нас в студии в Москве еще один гость нашего эфира, это Сергей Павлович Обухов, депутат Государственной Думы, доктор политических наук и секретарь ЦК КПРФ. Здравствуйте. Добрый день. Игорь, я хотел вообще вам передать слово в Москву. Сегодня в Москве, я так понимаю, праздник. Песня «Я иду, шагаю по Москве» должна дополниться строчкой «А я теперь по Москве ходить еще смогу». Вот, закончилась мобилизация в Москве, первее всех. Вот, и облавы останутся, наверное, в прошлом. И Сергей Павлович, вот в связи с вот этой мобилизацией, как вы думаете, мобилизация, она вскрыла проблемы в обществе?
или это следствие проблем какое-то вообще в государстве? Ну, честно говоря, для меня тоже было большим удивлением сегодняшнее заявление господина Собянина. Еще вчера, позавчера на выходе из метро, как говорится, хватали мужиков, блокировали рынки. Сегодня ерунда все это. Мгм. Сегодня все продолжается. То, Ага. что Собянин человек, мягко говоря, непоследовательный и имеет некоторые проблемы со здоровьем, это давно известно. Вот, Ну, сегодня все продолжается. Это Может что-то- быть, да. это и оно и продолжается. По крайней мере, как там, президент сказал, что через пару недель все закончится. Да, президент сказал. Мгм. Есть старший московский боярин, который... Воевода. Да, воевода, который вдруг объявил, что все, значит, 2 недели не ждем, все, значит, все нормально. Хотя еще в ту же пятницу нам объявляли, что мобилизационный план по Москве выполнен на 50%, Да, причем недобор. весьма щадящий. И, ну, я не знаю, вряд ли Сергей Семенович здесь действовал, ну, скажем так, хряпнув стакан кофе. Да, просто, да. Я думаю, что все равно он наверняка согласовывал. Понимаете, сейчас очень любопытно посмотреть реакцию, как там. Возвращаетесь все, кто там из Грузии, там на удаленке, Вот, или из да, Казахстана, да. возвращаетесь, Да. все закончилось, билеты подешевели. В общем, 30 раз. Да, Да, в 30 раз сегодня я по радио слышал, билеты подешевели в 30 раз. да, да. Я так понимаю, направление Белгород, Ростов, вот в эту сторону Да, подешевели билеты в 30 Ну, раз. Догадываюсь. Просто я боюсь, что там нет вообще билетов, потому что ничего не летает. Я ни в понимаю, Белгород, да. ни в Ростов. Это, ну, скажем так, первое замечание по поводу вот этого всего. Ну, хотя коллега тут говорил, что он не видит, что это не кризис управления. На мой взгляд, мы просто видим кризис управления. Да, у президента это мягко, как там было сказано, бестолковщина, да, там что-то, ну, мне кажется, что все-таки бестолковщина очень мягкое определение того, что происходит. Потому что, мы видим уже на уровне депутатского корпуса, а давайте разбираться, что у нас было за так называемая перепись населения, которая тоже решала задачи учета мобилизационного ресурса. А давайте разбираться, что у нас господин Шойгу как там нагрянул в военкомат, да, это же было вроде не так уж и близко, по-моему, прошлый год. Я обнаружил, что там нет ни электронной почты, ничего. Ну, больше Я- всего он там на ламинат обращал внимание, Ну, я помню. Ну, Да, вот ламинат почему-то, это да, тоже у него, важно, да. но тоже обратили внимание, что, оказывается, в военкоматах нет электронной почты. Ну и наш генерал Соболев справедливо говорит, напомню, экс-командующий 58-й армии, которая, в общем-то, принудила Грузию в 2008 войне 2008 года к поражению. Он честно, откровенно говорит, что то, что сотворил Сердюков, а Сердюков сотворил 10 лет назад, и за 10 лет не исправил кто? Да, товарищ Шойгу. Шойгу, То есть, да, поэтому ничего не изменилось, потому что в военкомате тоже должна быть армейская служба, а там все сидят у нас вольнонаемные, которые там дебет с кребетом сводят и, в принципе, никакой ответственности за, в том числе, служебной не несут. Ну, это была смена той концепции, той армии, коммерциализация вооруженных сил, которая проводилась под руководством господина Сердюкова. Понятно, что она проводилась в интересах крупнейших олигархических кланов, потому что та собственность и те ресурсы, которые выделялись на армию, которые контролировали вооруженные силы, ну, вызывали огромные слюноотделения у нашей олигархии. Значит, ну хорошо, вы это дело как там экспроприировали. Дальше что? И оказалось, что страна там, где она оказалась. Поэтому говорить о том, что вот это вот сейчас успокоение, наверное, все-таки, да, Сергей Семенович занимается психотерапией. То есть он хороший психотерапевт, иногда не очень, но сейчас вот хороший психотерапевт. Почему? Потому что, ну, мы же смотрим социологию. Неделю назад, как там, мобилизация, тема номер 1, 45 или там почти каждый второй в открытом вопросе заявлял, что
Значит, как она идет плохо. Сейчас вроде упала до 16 проблем. Я говорю про президентский ФОМ, который работает на администрации президента. Но качество ответов какие? Как там? И это пишется на сайте, который аффилирован с администрацией президента. Мужа мобилизовали с голой жопой. Цитата. Все пришлось покупать самим. То есть это, как говорится, глаз народа того, как там, мы можем, конечно, говорить, что это не управленческая катастрофа. Значит, да, нам затыкают рот в Государственной Думе. Вот на генерала Соболева, она из нашей фракции КПРФ, просто наезд из-за того, что он честно сказал, что нужно делать, как нужно поступать и как это в соответствии по уму должно все делаться. Оказывается, это нельзя. Ну а когда генерал Гурулев из «Единой России» заявляет про то, что исчезло 1,5 миллиона комплектов на мундирование «Ратник», это вам можно, оппозиция давно кричала про глобальное воровство в наших вооруженных силах. Напомню, я вот один из тех, кто вместе с фракцией КПРФ, мы тогда собрали 4 раза необходимое количество депутатских подписей под парламентское расследование того, что творится в российской армии. 4 раза. И «Единая Россия» нагло не ставила эти все вопросы. Теперь они прозрели. Мне очень все нравится и генерал Картополов, который теперь призывает: молчите, коммунисты, молчите, оппозиция и так далее, приходите к нам в комитет, но при этом начинает рассказывать тоже про непорядки и с мобилизацией, в том числе вооруженных сил. А почему рассказывает? Ну, видимо, он тоже прозрел. Он ведь еще год назад был заместителем у господина Шойгу. Вот год прошел, он прозрел. Наверное, всякое бывает. То есть мы здесь с вами эти проблемы поднимаем не для того, чтобы бередить рану. Мы, во-первых, поднимаем эту проблему для того, чтобы исправить ситуацию. И конкретные предложения, которые и в том числе и фракция КПРФ высказывает, они должны быть приняты. Ну, хорошо, что власть прислушивается, как говорится, глазу народа, но лучше, чем поздно, чем никогда. Но мне кажется, что быстрой перестройки вот этого всего управленческого механизма нам вряд ли придется ждать. Армия – это сколок общества. Если есть безобразие, разгильдяйство, воровство, коррупция, и, кстати, по социологии никуда не делась Институт социологии Российской академии наук, опять выводит на первую проблему наведение порядка и борьба с коррупцией, то есть ключевой запрос у граждан. Если этого нет на гражданской сфере, то понятно, что армия не может быть стерильной в отношении этих проявлений. Поэтому, когда КПРФ говорит, что нужно решать в комплексе все проблемы, и нужна смена курса общего социально-экономического, а сейчас вот, здрасте, говорится, приехали, внесен такой бюджет, хоть стой, хоть падай, в Государственную Думу. Такое впечатление, что у нас ничего не происходит, значит, уже даже декларируемой войны с Западом нет, даже нет специальной военной операции. По этому проекту бюджета там на триллионы сокращения, в том числе на оборону. Я, честно говоря, даже не понимаю, а за счет чего вы собираетесь проводить то, что вы не закончите до конца года специальную военную операцию, или как там она называется. Это очевидно. Это очевидно. Значит, коллега говорил, что нам непонятны цели. Значит, изначально нужно было признавать в марте месяце, что те цели, которые ставились, и та спецоперация, ну, скажем так, это было, ну, скажем так, недооценка противника. Явная недооценка противника, и необходимо нужно было изменять целеполагание, потому что куда сейчас не возьми, денацификация Украины, мы берем социологию свежую с Украиной, сколько там, Обратный Бандера, эффект, да, 95% поддержки. Значит, что там еще? Демилитаризация, НАТО на 98%, помощь составляет 98% военная, то есть это только то, что легально нынешнего бюджета бывшей Украинской ССР. То есть не то, что демилитаризация, мы столкнулись, да, и правильно Зюганов говорит в своем заявлении, значит, за которое ему прилетело так, где он честно сказал, что в чем виновата нынешняя власть, что нужно срочно исправлять и что мы предлагаем.
Значит, он правильно сказал, что, уважаемые господа, нужна смена курса, нужно привлечение к ответственности тех чиновников, которые не могут работать в условиях военного времени, отказываются, допускают эти ляпы, нужно повышать дисциплину, в том числе государственного аппарата, но по крайней мере, хотя бы одно из предложений, то, что тогда высказывал Зюганов, это создание единого командования для специальной военной операции. Через 2 дня после этого, ну, видимо, решение назревало, уже больше в растопырку, как говорится, ходить уже нельзя. В любом случае, заявление называется «Все для фронта, все для победы», но мне кажется, что в данном случае Зюганов говорит про народ, а не про нашу олигархию, которая тоже пытается извратить смыслы этой специальной военной операции. Ну, вы же посмотрите, куда не вклинится господин Абрамович с его компанией, то тут же у нас наступает беда. По ходу. То вспомните эти самые мирные переговоры в Стамбуле, которые, как теперь выяснилось, проводились в условиях снарядного голода в вооруженных сил Украины, и это позволило им, НАТО, перебросить необходимые снаряды и закрыть эту дырку со складов бывшего Варшавского договора. Или, теперь говорят, нас обманули с зерновой сделкой, да, значит, наше зерно не удается продать, и цены для наших сельхозпроизводителей крайне невыгодны. Опять обманули, опять мешался господин Абрамович. Опять это самое, вот эти самые... Все время как-то их обманывают, это очень странно. Да, то есть девушку почему-то все обманывают. Да. Вот такая вот невинная у нас почему-то завелась девушка в государственном управлении, которые направо-налево Абрамовича вместе с их западными хозяевами обманывают. Но мы понимаем, что резко, да, все изменить. Наверное, нужно создавать системы дублирующие, которые будут подхватывать, потому что допустить тоже разноса, хоть более-менее как-то там шатковалка по своей системе тоже нельзя. Мы все должны понимать, и это мы понимаем, что, по сути дела, мы сталкиваемся, прямое столкновение с НАТО, а если брать экономический потенциал Российской Федерации и тех стран, которые накачивают Украину, ну, это явно несопоставимые вещи. Опять все будет определяться, как и Великую Отечественную войну, в тылу, в экономике, а, к сожалению, опять возвращаясь к тому бюджету, который сейчас внесен, это просто страх и ужас. Опять это бюджет кормления для своих, для наших. Даже заложили это самое обслуживание государственного долга в условиях заморозки нефтегазовых доходов. То есть доходы не будем брать, да, которые поступают за счет повышения, опять по сути, пресловутое бюджетное правило, но зато будем занимать на различных рынках и платить несколько триллионов рублей вот этим всем олигархическим кланам в виде процентов за обслуживание государственного долга. То есть опять вот эта вся мутатень, опять вот это все закладывается в бюджет Российской Федерации, как будто бы ничего нет, как будто бы мы не воюем в прямом смысле с коллективным Западом. Мы не воюем, это у нас специальная военная операция войны. Это нет как-то. Вообще у этого термина есть какая-то, вот он в законодательстве присутствует? Нет, он не прописан. То есть да. Ну а как у нас с вами было всенародное голосование? То есть да, законодательство есть референдум, был принародное голосование. Вот я бы хотел на вот этом моменте немножко поподробнее остановиться. Вся суть нынешней администрации, точнее все-таки, наверное, сказать, режима, вот этого путинского режима, это чудовищный правовой нигилизм во всем. И вот это вот всенародное голосование, не пойми что, сбоку бантик, изнасилование Конституции, вообще в одно движение, и все как попки голосуют, мгновенно. Это вообще позорнейшая будет страница в российской истории. Все по разным причинам, кто-то из патриотических побуждений, все это признали. Изнасилование Конституции. Чуть ли не в прямом эфире изнасилование Конституции. За несколько дней все было принято и протащено. Я уж не говорю там про всякие мелочи, как пенсионные реформы и так далее. Теперь специальная военная операция. На ходу пытаются лепить к ней какие-то правила, какие-то сочинять законы, подзаконы, все это случайно, люди совершенно случайно это пишут, даже не имеющие не то что правового понимания, образования юридического, профильного образования. И вот лепят кто во что гораздо по предложениям, по разным предложениям. Идет жесточайший бардак. А почему? Вот
говорилось о целях. А все, по-моему, очень просто. Цели группы, группировки, которой сейчас принадлежит власть, ну то, что мы называем властью, вот она как-то немножко не совпадает с целью и смыслом страны. И вот это самое главное. На сегодняшний день они довели уже вот до той стадии, когда основной смысл – это суверенитет. Причем Путин об этом когда-то тоже говорил, но он любит вбрасывать всякие темы, потом их забывать. И он это пытался как программу, как национальную идею, что ли, и так далее. Но у этого человека все очень непоследовательно. А вот сейчас это слово суверенитет уже звучит грозно, уже совершенно другим смыслом. Вот в результате их управления оно совершенно другим смыслом наполнилось. То есть суверенитет как выживание России. То есть на кону, на самом деле, судьба России как таковой, ее расчленение. И то, что сейчас стали, господи, у не самой богатой, не самой технологически развитой страны, у Ирана, покупать ракеты, дроны, ну вот это вообще показатель вот нашей промышленности, военной промышленности. Но тут вот эти вот очень яркие вехи, вот они объясняют на самом деле то, что происходит. Вот. Я просто небольшое замечание. Вот сейчас, я так понимаю, что Владимир Владимирович, да, которого объявили уже сумасшедшим, да, на Западе, которого уже объявили нелегитимным и так далее, которого уже собирают... Да. Нет, я просто говорю, что... Не сумасшедший, ему так легко не отделаться. Нет, это все для чего делается? Да. Для того, чтобы, ну, скажем так, расчленить Россию. То есть, по сути дела, бей по голове, то есть убирай верховное руководство, дальше все распадется. Ну, так же, как судьба Михаила Сергеевича Горбачева, да, но тот легко отделался, тот пошел пиццей торговать. А для Путина-то, в общем-то, в тех сценариях, начиная от Ходорковского и заканчивая теми слушаниями, которые были в Конгрессе, Международный уголовный трибунал и расчленение России, да сколько там, на 40 бантустанов и так далее. И ключевое, как пишет господин Ходорковский, да, денуклеаризация Российской Федерации. То есть задача с помощью вот этой вот, скажем так, прокси-войны с Украиной привести к потрясению, к внутреннему перевороту и последующему расчленению Российской Федерации, как было в 1991 году после неудавшегося ГКЧП. Так что здесь... Скажем так, мы понимаем, что задача выживания господина Путина и, скажем так, опоры на те слои, на ту часть общества, которая, в общем-то, нацелена на созидание и на изменение курса, сможет ли он переориентироваться, сможет ли он отказаться от этих всей повязки с тем коллективным Западом, со всеми теми приказчиками коллективного Запада, которые его окружают. Нужно не забывать, вообще-то, честно сказать, Владимир Владимирович должен прийти и сказать, 30 лет или мы шли, и из них 20 я вас вел, как же у нас были разговоры, Запад светоч, да? Сергей Павлович, извините, ради Бога. Хотя бы покаяться, хотя бы для начала покаяться, народ простит. Это не про них, это народ давайте простит. отдельно. Значит, да. Нет, это покаяться, это не про них. У нас просто Владимир Николаевич, он человек занятой, производство. Я бы хотел все-таки на дорожку задать, я постоянно буду задавать вам этот вопрос. Ведь сейчас основная тема – это мобилизация, да, ну и так далее, все, что с этим связано. Мобилизация там, от арестов, привлечений, кончая терактами, которые связаны с этой мобилизацией и прочей ерундой. Самый главный аспект мобилизации, а именно мобилизация промышленности и экономики. Вы в самых недрах промышленности, в основе, вы почувствовали на себе как-то мобилизацию? Или у вас наоборот идет отток производителей, отток специалистов? Что сейчас на производстве? Это важнейший момент. Ну, я скажу так, с точки зрения того, как мы общаемся с коллегами, ну и по нашей ситуации, ситуация ничем не отличается от того, что было до СВО. Ну, скорее хуже. Почему? Потому что вот как нельзя наступать без солдат, да, то есть если у вас солдат втрое меньше, чем у противника, наступать тяжело, нереально. Вот так и промышленность, если там нет денег, ее не поднять, не поддержать, тем более не увеличить объемы производства.
Я скажу по нашему предприятию, да, мы, конечно, пытаемся держаться, но потребность в оборотных средствах, которые существуют у машиностроителей, она, мягко скажем, не решается вообще. То есть банки продолжают снижать объемы кредитования, хотя, конечно, нам со всех экранов рассказывают о том, что якобы банки увеличили объем кредитования, там на сколько там процентов, но это все как бы для дилетантов, которых можно, в общем-то, легко обмануть. Потому что если объем кредитования в банках вырос там на 5-7%, а промышленная инфляция у вас составляет больше 20%, по факту, значит, вы снизили объем кредитования на 15% или на 10%. А что такое снижение объема кредитования? Сегодня любое производство с высокой добавленной стоимостью своих оборотных средств не имеет. Все, что есть на заводах машиностроения, это оборотные средства, которые взяты в банках в кредит. И если вам кредит снижают, неизбежно у вас происходит снижение объемов производства. Неизбежно должно произойти, так или иначе. Где-то, может быть, есть моменты плюс, где-то, может быть, но больше это минус. Это первый момент. Поэтому с точки зрения того, что по большому счету те или иные поблажки, которые сделало правительство весной, я скажу откровенно, те мероприятия, которые оперативно в авральном режиме принимались правительством в марте, в апреле и даже еще в мае, они помогли спасти десятки и сотни предприятий от немедленной остановки. Но практически 90% этих решений имели отлагательное, так скажем так, последствия. То есть, сказали, вот пока мы вам разрешаем делать вот так. Где-то до декабря, где-то до января, где-то там до марта. Но с точки зрения того, вот наступает декабрь, и те долги, которые все это время копились, они сейчас лягут на все предприятия одномоментно. И дальше возникает вопрос, и что? Есть какие-то следующие решения по поводу того, как пережить этот период? Таких решений нет. Более того, я скажу, если раньше решения, которые принимались правительством, принимались в течение там нескольких дней, то теперь очень важные документы, которые мы ждем на подписи от Министерства промышленности, и которые они там попытаются пробивать, лежат уже на подписи месяцами. То есть мобилизации там точно нет. И когда я общаюсь с руководителями и специалистами информторга, я говорю, ребята, ну что там, ждем, а кого там ждать? Кто там что держит? Или есть другие варианты, отменить те или иные решения, но тогда сразу всем крышка. То есть даже тем, кто сегодня еще живет. Я уже не говорю про то, что, конечно, да, мы сейчас занимаемся списками по бродированию основных специалистов, но так, если честно, по нашему заводу 3% наших мужиков в этот призыв ушли. 3%. Из них есть, в том числе для нас, ключевые. Я понимаю, что этот момент как бы неизбежный, но с точки зрения того, что на производстве мы, в общем-то, серьезно потеряли определенный уровень компетенций, и это отразилось, это факт. Но в данной ситуации говорить, что это плохо или хорошо, ну, давайте, для меня идет никакая не СВО, это идет, в общем-то, вполне понятная процедура под названием война, поэтому здесь жаловаться на то, что есть какие-то проблемы, бесполезно, и смысла я в этом не вижу. Другое дело, принципиально важно, что если люди уходят на войну, так скажем, на войну уходят люди, то я хочу понимать, что мы в тылу делаем для того, чтобы там у них шансов было больше вернуться живыми и здоровыми, чтобы они вернулись с победой. И я скажу откровенно, я вот этого ничего не вижу. Все, что мы можем сделать, это вот мы от завода там предложили такие определенные меры поддержки, которые, в общем-то, для своих ребят, которые уходят на фронт, мы как бы объявили. А вот с точки зрения того, что в этой ситуации государство им, даже не нам, а им предложит, я пока этого толком ничего не увидел. Разговоров по этому поводу много, но то, что я вот общаюсь с нашими мобилизованными, ну, откровенно говоря, у них очень много вопросов, что тоже, в общем-то, нервирует дополнительно, кроме всего прочего, это и семьи у них тоже подвисают в этом плане. Поэтому, смотрите, значит, я скажу, что много слышал, что все, что связано с обороной предприятия, но работают там в 3-4 смены. Да, много работают. А вот все остальное точно так же много не работает. То есть дальше возникает вопрос у меня. Не может не возникнуть. Предположим, вот случилось чудо, там пришел там старик Хаттабыч, выдернул волосок из бороды и сказал, опа, мы победили. И мы победили. Как только мы победили, я понимаю, вся оборонка переходит в работу на нормальный режим.
А все остальные что? Все? Конец? Труба на востоке? Мы что делать не собираемся? То есть вот я не представляю на самом деле при том бюджете, который, в общем, сейчас рассматривается в Думе, а что останется от машиностроения российского в следующем году. Вот то, что нас сейчас Китай по всем странам просто добивает, вот просто не могу. И это при том, что в этом году мы на какие-то меры поддержки государства все-таки рассчитывали. А в следующем нам обещают их порезать. Порежут, не порежут, пока непонятно. Но то, что я вижу в проекте, секвестр неизбежен. И как в этой ситуации мы будем сохранять производство, в котором работают люди, специалисты, немногие оставшиеся технологи, конструкторы, а война закончится. Мы же так видим по бюджету, что войны в следующем году у нас не будет СВО, потому что снижение расходов на оборонные нужды. Вот масса вопросов, поэтому вы знаете, сотый раз повторяться, что у кого-то война войной, у кого-то обед по расписанию, бесполезно. Я уверенно утверждаю, что, по-моему, никто серьезно к мобилизации тыла даже близко не подошел. И самые мобилизованные времена, когда я действительно видел, как работают перенапряжением департаменты и отделы министерств, и Минпромторга, и Минсельхоза, и Минэнергетики. Это были первые месяц-два после начала операции. Сейчас это перешло в такой достаточно спокойный режим. Я уже не помню, когда мы собирались на тех или иных совещаниях, которые обсуждали те или иные проблемы. И все это как бы вот легло. Никто уже сейчас особо по этому поводу не истерит по ставкам Центробанка. Никто не поднимает вопрос, почему у нас курс, который убивает производство, многие говорят, что это сырьевикам, ничего подобного. Крепкий курс рубля сегодня убивает не только сырьевиков, убивает и машзаводы в России. Это безусловно так. По этому поводу никто, в общем-то, вопрос не поднимает. Даже раньше, если вы помните, на форумах тот же и премьер Мишустин, и его зам Белоусов говорили о необходимости принимать решения по курсу, который бы смог поддержать бюджет в этом году. Ну а по факту ничего не произошло, и мы видим, что бюджет из профицитного без малого в 1,5 триллиона рублей превращается в дефицитный. И кто это сделал? И кто за это дело отвечает? А если бюджет дефицитный, на что можно рассчитывать в следующем году? Даже не только промышленности. У меня вот возникает вопрос. А вот с точки зрения социалки, мы же понимаем, что если бюджет дефицитный, то уровень жизни населения поддержать реально будет невозможно. И в этом-то году все пожаловались, а в следующем году будет хуже. И дальше возникает вопрос. Если мы не занимались, если мы 8 месяцев прошло, ничего не сделали для того, чтобы каким-то образом принять решение по развитию производства чего-то у себя. Вот реально ничего не... Ведь мы занимаемся нефтехимией, допустим, машиностроением. Никаких решений серьезных по этому поводу принято не было. То есть мы по-прежнему ждем, что война закончится, или там СВО закончится, и мы опять будем откуда-то брать технологии для того, чтобы перерабатывать у себя углеводороды. Откуда такая уверенность, что это произойдет в самое ближайшее время? Или мы уже, в принципе, не будем ничего перерабатывать. То есть добывать мы не можем, потому что некуда это дело отправить. Перерабатывать мы не будем, потому что мы это дело 8 месяцев даже не подходили. Это касается, в общем-то, любого подхода. То есть мы говорим, резервы какие-то надо создавать. Дальше возникает вопрос. Ну хорошо. Покупайте зерно по хранилище, стройте элеваторы, покупайте медь, никель и так дальше на свои склады, для того, чтобы не хранить эти резервы в непонятных так, юанях или драхмах или чем угодно, которые на самом деле тоже бумажки ничуть не лучше, ничуть не хуже, чем долларовые бумажки, до которые нам сегодня тоже Китай ничего не продает. Вот давайте ответить откровенно. С одной стороны, Китай нам продает все, что мы сами можем сделать, и ничего не продает того, что мы делать сами не можем. Ну и зачем нам такой, как бы это мягче сказать, странный партнер торговый? Я понимаю, если бы мы Китаю поставили сырье и купили у них то, что мы сами сделать не можем. А мы взамен что получаем? Мы получаем те же трактора, которых у нас сегодня, слава богу, экскаваторы и комбайны, которые мы тоже уже делать можем. А у нас есть КАМАЗ, а мы начинаем покупать тягачи китайского производства. А мы же тоже их делать можем, уже можем. Но вот именно это мы сейчас тащим в удвоенном режиме из Китая. А то, что нам надо по-настоящему, оборудование, станки, или хотя бы узлы, или агрегаты, нам Китай не продает. И то есть, и кто этим должен заниматься, кто должен мобилизовать страну на эти решения. То есть, с тем же Китаем
Мы впервые за многие годы вышли, когда у нас с ними торговый баланс, что мы всегда из Китая получали больше в последнее время, чем туда грузили товарной продукции. А сейчас мы туда намного больше тащим, чем оттуда. Дальше возникает вопрос. То есть мы их товарно кредитуем. И это при том, что еще есть желание, и озвучил ее Силуанов, что мы на 75 миллиардов долларов будем там хранить своих резервов. То есть у нас оборотки на нашей промышленности нету, а мы 75 миллиардов, мы серьезно считаем, что там будут лежать резервы в мешках? Нет, это будет оборотка, которая будет роздана их предприятиям, китайским предприятиям, которые будут на самом деле развивать свое производство. Более того, у нас эти будут юани, которые надо будет куда-то девать, а нам ничего не продадут из того, что у нас и так есть. Мы будем вынуждены покупать у них за эти юани их трактора, их машины, которые у нас своих есть. А вот микросхем и всего остального нам и так не продадут. Вот в чем проблема. Нам даже оружие никто не продает. Поэтому в данной ситуации надо, в общем-то, себя не обманывать. Такое ощущение, что вот фраза президента «мы еще не начинали», она по-прежнему актуальна. Я уверенно скажу, что касается тыла, мы по-прежнему не начинали. По-моему, даже и не подходим к начинанию. Вот это вот. Или потому, что мы далеко от края, по мнению тех, кто сверху на это дело смотрит, или потому, что уже все это решено, и смысла что-то делать в этом плане и начинать никто не видит. То есть, кто кому где пообещал, на каком переговорном столе, я не знаю. Но вот у меня, когда вот общаешься, видишь решение, постоянное ощущение, что все уже договорено, и мы просто должны отыграть ту или иную партитуру по ранее записанным нотам. И как бы они неприятно не звучали для отдельных взятых наших граждан, не укладываются наши движения ни на фронте, ни в тылу с тем, что у нас есть какие-то серьезные задачи и цели в победе. Тем более не очень понятно, а что мы ставим под словом «победа». Потому что если мы обозначили в последнее время, что мы противостоим всему глобальному Западу, да, цивилизованному, то в данной ситуации надо как-то обозначать цели в этом противостоянии Западу. А Запад – это, по сути дела, это глобальная верхушка. То есть глобализм и глобальные проекты – это и есть тот самый Запад, которому мы противостоим. Но мы же видим, что мы сегодня не только не обсуждаем выход из глобальных проектов и национальных структур управления, мы, наоборот, резко увеличили свою активность в работе этих учреждений. И каким образом мы им пытаемся противостоять, усиливая с ними взаимодействие. И, честно говоря, мысли у меня вот по этому поводу определенно сложились. Они, на мой взгляд, очевидны для любого простого человека. Ничего цензурного по этому поводу, конечно, в голову не приходит. Спасибо большое, Владимир Николаевич. К нам присоединился Дмитрий Валерьевич Потапенко, предприниматель, общественный деятель, блогер популярный. Владимир Николаевич, мы с вами прощаемся. Спасибо большое вам за ваше выступление, за вашу экспертизу. Дмитрий Валерьевич, сразу сходу вопрос в продолжение вот того, что говорил Владимир Николаевич. Вот сейчас статистика сегодня такая была опубликована, что год к году на 33% упал налог на прибыль предприятий. И при этом во втором квартале было падение на 20%. Что это значит для простых россиян? Углубляться будет кризис, доходов меньше будет. Вообще к чему это все нас приведет? И возвращаясь к общей нашей теме, второй уточняющий вопрос. Надеюсь, что вы тоже коротко сможете и емко ответить. Вот эти экономические явления, кризисные, или как вы их оцените, это следствие СВО или СВО это следствие вообще общего кризиса в стране? Понятно. Разделим на первую часть марлезонского балета. Все, что касается, соответственно, падения налога на прибыль, это просто падение реально выпускаемого объема товаров, услуг и всего прочего. Достаточно посмотреть статистику, которую предоставляет в оперативном режиме такие компании, как Тинькофф, Яндекс и Сбербанк. И можно сказать, что, например, есть падение с начала года по ресторанам, по ритейлу, например, на 18%, по соответственно, выпуску
промышленных товаров от 8 до 14%. Поэтому если мы говорим о падении, падение совершенно обосновано по причине того, что разрываются две вещи. Это первое — логистические цепочки, и второе — разрываются финансовые цепочки. И третье — это уже, как говорится, это на добивку разрываются точки сбыта. Поэтому вот эти три важные, соответственно, составляющие, которые приводят к архаизации российской экономики. Этот процесс будет развиваться. Даже если пофантазировать и взмахнуть волшебной палочкой, и завтра будет подписан какой-либо мирный договор, неважно на каких условиях, в данном случае это бессмысленно обсуждать. Надо четко себе понимать, что, поскольку у нас регулярно радостно хлопаем в ладошки, когда уходит там Макдональдс, мы говорим: о, наконец-то, вот сейчас-то заместим. Не заместим. О, уходит Starbucks, или там он передается кому-то, вот мы его заместим. Не заместим. Уходит Cisco, заместят китайцы. Не заместят, потому что китайцы, собственно говоря, компания Huawei, это и есть компания Cisco, только, собственно говоря, в другом исполнении. Ну и так далее. Поэтому вот эта шапка закидательская, что мы можем, я могу, мы могли, мы можем, это, конечно, все классно и замечательно. Есть только маленькая ремарка от экономики. Значит, невозможно размещать здесь производство, которое для внутреннего рынка. У нас нет внутреннего рынка. Он настолько ничтожен, именно ничтожен, я подчеркиваю. Большая территория, но маленькая страна. Вот, к сожалению, у нас вот этого понимания не складывается ни разу. И не складывалось за последние 100 лет совсем от слова абсолютно. Вот, собственно говоря, попытки при советской власти было создать СЭФ. Собственно говоря, это была как раз попытка создать минимально необходимый рынок сбыта в 500 миллиардов ртов. Как вы понимаете, с учетом того, что мы, соответственно, рвем, у нас еще есть такая четвертая часть, вот в эту добивку, это, соответственно, демографическая яма, в которую, помимо того, что она у нас и так была, мы, соответственно, вбросили, еще дополнительно не только ковидных, но и, соответственно, тех, кто сейчас погиб на фронтах. А вторая часть, что же такое, что первично, что вторично. СВО, я об этом говорил, даже книгу написал, называется «Теория экономического потрясения». Это напряжение авторитарной системы управления. Авторитарная система управления во всех странах мира, это надо учить историю, учить им отчасти, они всегда выливаются во внешние конфликты, которые развиваются, как это в маленькие победоносные войны, конечно, которые абсолютно проигрышными, впоследствии которые приводят к военно-политическому конфликту и приходу, я об этом тоже открыто говорю уже не первое, наверное, десятилетие, к приходу после авторитарного правителя по военных хунт. Другого, поскольку у нас историю все любят переписывать и думать, что они имеют возможность идти по каким-то иным тенденциям, флаг в руки, как говорится, но, к сожалению, система управления сбоев не дает. Поэтому СВО или война, соответственно, это кризис военно-политический, который был обусловлен последними, как минимум, 20-30 годами развития системы управления, а в данном случае персонажи, стоящие наверху, поскольку у нас все время считается, что очень важно, кто же у нас там будет возглавлять, будет Вася, Петя, Коля, вынужден огорчить, в данном случае не важно кто, Петя, Вася, Коля, все равно он был бы авторитарным правителем, который закончил бы тем же, чем заканчивают все авторитарные правители. Так что вот это, как говорится, инь-янь система управления и взаимопроникновения. Мы находимся в учебнике истории, это вот самое противное, что, к сожалению, понятно, что будет дальше, понятно, с какими последствиями, понятно, что предотвратить это невозможно, то есть возможно только выйти из этого с минимальными потерями. Минимальные потери пока вот то, чем занимаются абсолютно все органы того, что мы ошибочно называем государством, то, что мы ошибочно называем властью, они, конечно, к этому не способны, потому что они будут до конца цепляться за свои собственные кресла, доходы и все остальное. Собственно говоря, это клептократия, это источник их доходов, потому что в нормальном государстве и в нормальной системе управления, грубо говоря, в лучшем случае, чем они обладали бы, это бесплатным проездом. А поскольку они обладают детьми в эти же госкорпорации, устраиваемые с деньгами, с расходами, которые как у маленького африканского государства, поэтому мы получаем то, что мы должны получить. Спасибо большое за ваше мнение.
Игорь Михайлович, на связи? На связи, на связи. Вот. Диму послушаю, у меня сразу как-то, зная, что это все-таки веселый человек, он какую-то депрессуху прям нагоняет, честное слово. Тяжело совсем становится. Можно и задорно об этом говорить. Но все-таки я хотел бы Иркутск спросить еще. Вопрос у меня на самом деле простой, вот в продолжении темы нигилизма, непонятки. Вот простой вопрос, Сергей Георгиевич, к вам. А почему все-таки они войну называют СВО? С чем это связано? Это вот привычка врать, все извращать по-своему? Вот, или здесь есть какой-то интерес, какие-то коммерческие вот соображения в этом? Какой-то смысл есть, который мне недоступен? Сергей Георгиевич. Я думаю, что простой ответ. Если ты объявляешь войну, значит, в соответствии с Конституцией и российским законодательством, здесь очень четкая схема. Объявляется военное положение, соответственно, государство, главнокомандующий, правительство или военная администрация берет на себя управление всей страной, вот, значит, и несет ответственность за все остальное, что после этого будет происходить. Значит, Совет труда и обороны, как это было в Великую Отечественную войну и так далее. А, значит, нынешние руководители хотят, не называя вещи своими именами, хотят сделать так, чтобы сохранить эту вот насквозь прогнившую либеральную систему. Это, собственно, подтверждение и вот этот бюджет, который внесен на 2023 год, который действительно, Сергей Павлович правильно сказал, как будто у нас все хорошо, нет никакой специальной военной операции, не нужно армию снабжать, не нужно никаких мобилизационных заказов и никаких не нужно стратегических запасов. Вот, поэтому, значит, все очень просто. Почему и мобилизация в какой-то мере названа значит, устно частичной, потому что это позволяет, значит, некоторые вещи при нормальной мобилизации, которые должны вводиться, значит, этого дела избегать. Но это вообще, я должен сказать, что, значит, ну, не то что мода, а это смысл нашей сегодняшней власти делать какие-то квази-решения, принимать, и которые бы на словах означали одно, а на деле означали бы другое. И под вот эту сурдинку позволяют делать все, что угодно. Игорь Михайлович правильно сказал, что у нас на сегодняшний день, значит, вот то, что происходит, это нельзя назвать своими именами, потому что за каждым проглядывает какой-то странный смысл. Мы поменяли Конституцию, теперь из нее сделали какого-то крокодила, извиняюсь за выражение. Вот. Теперь уже все запутались, что у нас конституционно, а что неконституционно. Законодательство, которое сегодня пытается поспевать за объявленной специальной военной операцией и не поспевает. И в связи с этим у нас очень многие вещи неправовые происходят, к сожалению. Значит, тогда, когда необходимое, нужно срочное решение в рамках спецоперации или вообще решение какой-то любой проблемы острой, законодательство откладывается в сторону, и указами президента это дело все регулируется и устанавливается. Ну, то есть у нас вот этот вот даже не нигилизм правовой, а, значит, желание обращаться с правом, с законодательством, с Конституцией, извините, как с продажной девкой, вот, значит, это вот все, так сказать, насквозь про все поры нашей власти, значит, пронзило. Если еще и дальше продолжать рассуждать, наверное, мы придем к тем выводам, которые сказал Владимир Николаевич в своем первом выступлении. И, может быть, это тема следующей передачи, потому что, значит, либо мы ищем, значит, среди вот этих двух пониманий специальной военной операции и кризис управления, что первично, что вторично. А он предложил посмотреть, кризис ли это управление или это предательство.
Может быть, это и стоило посмотреть в одной из следующих передач, потому что набирается уже такое большое количество фактов, что это не просто дилетантское или неправовое управление, или просто тупое управление, а действительно, значит, возникает вопрос или возникает, значит, такое прозрение, что всю страну пытаются водить за нос, на самом деле идут к каким-то другим целям, которые, значит, не обозначаются. Поэтому, если рассматривать среднюю ситуацию, то, конечно, значит, вот все то, что у нас происходит, значит, это, значит, не в правовом поле находится, потому что правовое поле очень мутное и весьма неопределенное. Во-вторых, конечно, мы скатились уже даже по всем этим международным рейтингам на 99 место среди 142 стран по эффективности управления. Как можно побеждать в таких случаях весь, значит, Запад цивилизованный, так называемый, если мы находимся на 99-м месте по эффективности управления? И тогда, когда Украину напичкивают, вот буквально недавно, значит, Конгресс Соединенных Штатов принял решение 12,4 миллиарда выделить на вооружение Украины, и это не первое решение, не последнее. Мы чем собираемся бороться? Я, например, не вижу, вот Баглаев тоже не видит. Может быть, вы видите, я не вижу тех сил, тех средств, которыми мы могли бы противостоять вот Украине вместе с всем Западом во главе с Соединенными Штатами Америки. Может, ботами? Да, я думаю, что и по ботам они могут нас опередить, если займутся как следует. Звучит дико. Оставил. Ботами. Вот, Потапенко у нас отвалился, я так понимаю, да? он, да, он по времени ограничен был, вот, но наши зрители посылали ему сообщения поддержки. Потапенко, не раскисай, респект, написал Александр Воронцов. Вот, Да. так что и других много сообщений поддержки. Антон ушел, жалко, у меня просто был к нему вопрос, вот, но я попробую Сергею Павловичу его переадресовать, немножко видоизменив. Была высказана мысль, идея менять шило на мыло бессмысленно. Вот. Даже если сейчас будет смена руководства, то все равно придется идти по тем же рельсам. Вот, скажем, заменили гаранта на более разумного человека, ну, в конце концов, более образованного, человека с государственным опытом, не просто человека компании. Так ли, как говорит Потапенко, ничего в курсе не будет меняться. А если он быть более точным, он сказал, что методы должны остаться те же самые. Вот вы согласны с этим тезисом? Вы знаете, как там у нас, возвращаясь к термину специальная военная операция, какая цель всего этого была? Мы называем специальной военной операцией и говорим: спи, страна огромная. Значит, там где-то идет войнушка, значит, воюют контрактники. Специальным образом, да. Да, специальным образом. Вас это не касается, живите как жили, вот вам выборы, вот вам веселье, вот вам Ургант, вот вам шоу, вот так далее. Спи, страна. То есть контрактной армией можно вести любого характера войну. Хотите, выясняете отношения между Абрамовичем и Коломойским, хотите, выясняете отношения между Потаниным, я условно Потаниным и Мордашовым и Ахметовым на Украине. То есть это все режим специальной военной операции допускает. И мы видим, как когда оказалось, что полицейское принуждение, напоминаю, на следующий день Владимир Владимирович объявил: ВСУ, берите власть в свои руки, мы с вами договоримся. То есть расчет был так: пугнем хохлов, да, значит, и мы тут договоримся, решим проблемы русского мира, в данном случае ДНР и ЛНР, и Крым гарантируем. И, значит,
как там нейтралитет, не вхождение в НАТО, все эти вопросы, которые были заявлены, мы решим. Оказалось, что не прокатило. И вот обратите внимание, уже с марта месяца было понятно, что необходимо, по мере включения Запада в этот конфликт, необходима мобилизация. Этого панически боялись. И почему панически боялись? Потому что опыт 1916-15 года показывал, что политизация огромных масс населения, вовлеченных в войну, это страшное дело для любой власти. Для любой власти. Значит, хорошо, что она монолитна, как там народ и партия едины. В данном случае мы говорим про 41-45. Помните знаменитую речь Сталина, тост за русский народ, да, где там ключевая фраза была, да, русский народ мог, когда мы проигрывали, оставили Украину, Кавказ, там, Белоруссию и так далее, он мог прогнать такое правительство, он не прогнал, он вытерпел, да. Поэтому спасибо русскому народу за его терпение. Мы собрались силами и врага разбили. То же самое, если мы вернемся к опыту нынешней власти, она шумная. Вот даже вот эта вот пресловутая декларация о приостановке мобилизации, она связана на замерах общественного мнения. Значит, и власть пытается Абсолютно. не допустить. Вот, Так вот, да. что такое 300 тысяч мобилизованных? Да. Я извиняюсь, кроме 300 тысяч мобилизованных, значит, минимум 100 тысяч – это добровольческие батальоны, которые регионы. Вот сейчас, собственно говоря, подходит время их введения в бой. Вот этих вот, которые вроде они должны быть хорошо экипированы, вроде там мотивированы, потому что это добровольцы. Значит, дальше следующая волна вот этих мобилизованных. Что такое 300-400 тысяч? Это 300 тысяч, 400 тысяч жен, да? 300-400 тысяч матерей, 300-400 тысяч, это самое. И мы видим, как, собственно говоря, вся социология у власти поползла, потому что начал политизироваться, например, я еще раз цитирую, это не моя фраза, это президентский фонд пишет, с голой жопой отправили это самое на мобилизацию. Это я читаю их сайт. То есть, вы же понимаете, это еще только, так скажем так, деликатные выражения, которые сопутствовали политизации женской части населения, которая была до этого аполитично-конформистски. Если мы посмотрим, что такое еще состояли рейтинги президента Путина и рейтинги Единой России, это 2/3 женский электорат. 2/3 женский электорат женщины, да, начиная с 45 плюс и дальше, которые, да, лишь бы не было войны. Так вот теперь вот это зашаталось отсюда и, ну, скажем так, все вот эти вот попытки успокоить и угомонить население. Мне кажется, в 16-17 году, как там, никчемность Николая II, да, значит, заговор внутри семьи, заговор командующих, но и тоже казалось, что как там верхушка решала свой шахер-махер, да, что такое голод, нехватка муки, да потому что эти самые питерские купцы гнали ее в Финляндию, там было подороже, то есть наживались. Что такое, кстати, на нынешних условиях нехватки обмундирования и так далее, заоблачные цены на весь военторг, имеется в виду, чтобы экипировать мобилизованного, опять наживается, то есть власть наступает на те же грабли. То есть капиталистические отношения, вот эти вот самые хищнические, никто не отменял при всех патриотических лозунгах специальной военной операции. 30 раз. И это тоже приводит к политизации населения. Поэтому, когда КПРФ говорит, что мы за деолигархизацию и мы за то, чтобы олигархический межклановый характер не вмешивались вот эти вот слои, то есть они были полностью элиминированы. Кстати, еще одна небольшая заметка на полях. Мы знаем, как помогают Коломойский своей армии, мы понимаем, как все украинские олигархи, как Ахметов и прочая шушера работает. А где наша олигархия, которая, значит, нажилась на народной кровушке, где она, что она вкладывает? Поддержку каких частей, каких проблем? Ничего нет. Это еще раз говорит о том, что нужно настаивать на антиолигархическом характере. Персоналии, на мой взгляд, мало что изменит. Значит, мы сейчас видим, что у нас система власти такова, кстати, и весь Запад заточен. Они считают, что они уберут Путина, и вся проблема рассосется. Отсюда вот этот вот личный удар. Ну,
мне кажется, нужно бить по, ну, скажем так, слоям. Значит, должен быть элиминирован из влияния на специальную военную операцию интересы олигархии, из бюджета должны быть элиминированы. Значит, Сергей давайте Павлович. мобилизуем, давайте выдвинем этот самый лозунг, да, всех Сергей олигархов. Павлович, разрешите вопрос вам задать для общей динамики. Очень хороший вопрос задает наш постоянный зритель Влад Турк. Он пишет в продолжение вашей темы и в продолжение, собственно говоря, в раскрытие общей темы. А как убрать от руководства страны номенклатуру? Процесс взаимный. Значит, у нас система такая власти, что, значит, она с одной стороны делает вид, что она не чувствительна к давлению снизу, а с другой стороны она очень чувствительна к давлению снизу. И второе, ну, скажем так, пока жареный петух не клюнет. Вот мне кажется, у Владимира Владимировича очень сильно припекает. И выбор за ним. Это вопрос его политического выживания. Поэтому сможет он сделать переориентацию на, скажем так, на патриотические слои, на созидательные слои совершить, сможет провести зачистку, либо она его зачистит. Не зря же там, кстати, вспоминают, в том числе и, как там, англичан Кагадин, те же англичане. Значит, они обещают ему судьбу Николая I. Кстати, первого по итогам Крымской войны, судьбу Павла I, то есть опять все это верхушечный заговор. Поэтому, с одной стороны, да, будет идти политизация населения, она будет, и в том числе оппозиция, которая будет давить рассерженные патриоты, значит, а с другой стороны, ну, скажем так, система власти такова, что если там не будет самоочищения, значит, наказания виновных, можно критиковать Сталина за что угодно, но генерала Павлова за потерянную Белоруссию показательно расстреляли и, значит, привлекли к ответственности. У нас кого привлекли за пресловутую Харьковщину, да, за сдачу территорий, которые Единая Россия кричала, что мы теперь здесь навсегда. Да. А теперь мы видим, какие репрессии против сторонников России, русского мира и против тех даже учителей, которые сотрудничали с российскими властями, там происходит. Поэтому то, что идет война не на жизнь, а на смерть русского государства, это очевидно. И цена в любой войне бывает только победа или поражение. Промежуточных этапов не бывает. Значит, поэтому когда там нам говорят, вот левачки, там некоторые говорят, а у вас вспомните ленинский лозунг поражения правительства в собственной войне? Я категорический противник, потому что в данном случае есть шанс нам самим зачистить собственную олигархию и крупную буржуазию, разобраться, чем потом собирать осколки страны и под пятой транснациональных корпораций, которые уничтожат все и превратят в лучшем случае территорию России в этнографический заповедник, денуклеаризированный, значит, с враждующими частями, как это мы видим теперь уже, Киргизия воюет с Таджикистаном, да, Россия с Украиной, то есть а они будут дальше качать ресурсы и стабилизировать свою ситуацию. Поэтому два пути, значит, давление политическое в центре КПРФ, давление народное, значит, ну и надежда на выживание, на здравый смысл, ну, скажем так, нынешнего верховного главнокомандующего. Здравый смысл. У нас достаточно быстро время течет, много гостей, много интересных мыслей, но нужно уже завершать и подходить к какой-то конкретной мысли. Сергей Георгиевич, как вы думаете, вот к чему мы идем-то? Что нужно делать, чтобы вот из этих всех кризисов выбраться? Кризисов много, и они один на другой наслаиваются. И как распутывать этот клубок, ни у кого нет конкретного видения вообще. Каким может быть будущее, никто не видит сейчас. Это действительно так. Будущего не видит никто, я думаю, что и включая руководителей государства. Но вопрос, он может разделиться на несколько частей. Кто должен что делать? Если говорить о руководителях государства, то мы уже сегодня советов надавали. И вот сейчас только
Сергей Павлович, значит, сказал о том, что президенту необходимо опираться на патриотические силы и бросить играть в эти либеральные игрушки, потому что они уже нас привели вот к сегодняшнему состоянию. Это вот что касается руководителей. Если говорить о, ну скажем так, исполнительной власти в лице правительства и разных министерств, то они сегодня должны начать работу по снабжению наших вооруженных сил. То, чего мы сегодня не видим вообще в принципе, потому что я еще не видел ни одного руководителя предприятий, который был бы, значит, кроме того, что с предприятия уходят люди по мобилизации, чтобы он получил какое-то мобилизационное задание по снабжению армии. Даже вот в самых таких простых вещах, носках и, так сказать, и сапогах и так далее. Это вот что касается правительства. Если говорить об общественных организациях, политических партиях, прежде всего я, естественно, имею в виду это представителей левых патриотических сил, то нам нужно объединяться. Мы должны объединяться и привести к вот этим решениям, о которых я уже говорил, значит, в первых двух пунктах сегодняшнего выступления. Значит, здесь естественная реакция общества, она обязательно будет и уже сейчас проявляется. Вы знаете, как в физике есть, вот Игорь Михайлович физик, есть центробежные силы, есть центростремительные силы. Если, значит, кто-то на уровне руководства старается расчленить страну своими действиями, ну, может быть, вольно или невольно, это уже второй вопрос, то обязательно в обществе будет реакция для того, чтобы соединяться, объединяться, соединяться и выживать всем вместе. У нас страна такая, которая привыкла помогать друг другу, значит, и выживать вместе. Поэтому общественные организации, лидеры общественные должны объединяться в самых основных, первых, главных вопросах и не тянуть каждый на себя одеяло. Спасибо большое, Сергей Георгиевич. Сергей Павлович, как вы уже много сказали, конечно, о том, что нужно делать. Вот завершая наше обсуждение, завершая нашу бурную дискуссию, концентрированно и емко, подведите, пожалуйста, итог теме и что нужно делать? Наверное, лозунг дня, есть такое выражение, быть или казаться. Значит, вот наша власть, она все время кажется, да, и она кажется патриотической, кажется там, народной, кажется антизападной. Вот настало время быть нынешней власти и принимать те решения, которые назрели и перезрели, и опираться на народную войну без опоры на народ не выиграть. Значит, либо опять смотрим 904, 905, 916, 917 год. Без опоры на народ, на смену курса реального, на другую экономическую политику. Сергей Георгиевич об этом не раз подчеркивал. Еще раз напомню, любую войны выигрывает прежде всего в экономике, и от этого зависит в том числе и моральный дух армии. Значит, и опора на народ, и самое главное, на мой взгляд, нужна правда, и нужно объяснение, в том числе господина Путина, гражданина Путина, народу, почему такой от любви к Западу мы перешли к тотальной конфронтации не на жизнь, а на смерть. То есть, по крайней мере, граждане ждут от президента честного разговора и в этом отношении. Значит, и согласно с Сергеем Георгиевичем, объединение всех, да, значит, нужно сейчас, когда вопрос выживания страны, победы, значит, можно отложить некие политические разногласия, можно их отложить, но при условии, если все будут нацелены на национальные государственные интересы, не на продажу, не на хапок, не на
наши политические оппоненты, получение 7-минутных выгод и расторговки с Западом, а на то, чтобы победить, для начала выжить в этом противостоянии, а потом победить, потому что тот замах, который сделал Путин идеологический, если это опять не очередная, значит, как там было, я в данном случае говорю про его антиколониальную, антиимпериалистическую риторику. Здесь, по сути дела, скажем так, большой потенциал. И тот факт, что 35 стран, развивающихся во главе с Индией, бывшего движения неприсоединения, не поддержали в ООН резолюцию, это, кстати, очень бы удивило, в том числе и Запад. Это говорит о том, что на нас смотрят в этом противостоянии, в глобальном противостоянии с Западом и рассчитывают на нашу победу. Хотя понятно, что в одиночку нам победить здесь не удастся, и здесь должна быть опора на, скажем так, все те, кто не приемлет вот эти сценарии глобалистские развития человечества, которые, по сути дела, должны привести к его уничтожению. В любом случае, еще раз говорю, пора нынешней власти, если она хочет выжить и не утащить Россию, вместе с собой в пропасть, уже быть, а не казаться, быть патриотичной, государственной, национально ориентированной, правдивой и, самое главное, социально справедливой. Спасибо большое. Игорь, хотелось бы ваше умное заключение. А до этого все были не очень умные, я так понимаю, да? Нет, тут акцент Антон, на слово если... «ваше». Спасибо. Но если в двух словах, я не верю в какие-либо трансформации путинской власти, ни под каким давлением. Они сложились, они сформировались не по государственным принципам. Круг Путина сложился не по государственным принципам, а по принципам сообщества. Можно сказать, даже преступного сообщества. Начало путинского режима знают все. Откуда они вышли? Что это за питерская группа была? Чем они занимались? На ушах еще висит любимое выражение Владимира Владимировича, на которого вся надежда. Бабки надо делать, бабки. Это самое частое было выражение Путина в питерский период. Но я так это, ретроспективно. Все меняется, Игорь. Меняется. Только не в этом человеке. Структура осталась та же. Чтобы возникли изменения в стране, нужно менять хотя бы административное руководство. А это все друзья и товарищи со своими наделами. Не может он ничего изменить. Ничего он не может изменить. Тут же потеряется стабильность его как правителя. И он этого боится панически. 21 февраля он все изменил. Никто не думал, что он это сделает. Поэтому конечно, в я голове бы они не так так видят, пессимистично смотрел на эти вещи. То, что произошло в феврале, это уму непостижимо. Никто ни на Западе, никто не верил, что возможна такая трансформация. Ну, насчет трансформации не знаю, потому что те же на местах, те же у руля. Путинской администрации характерно случайное поведение во многом. Да, это придворные игроки мощнейшие, карьеристы, придворные игроки, вне всякого сомнения, но это не государственники. И, как показала практика, ребята во внешней политике тоже, мягко говоря, слабые. Ну и представители соответствующие, пляшущая Маша, там, человек, выражающий постоянную озабоченность. Мы не знаем истинных причин, что там произошло. Что произошло в феврале, что произошло перед этим. Но это было не внезапно. Есть на то признаки, что шли к этому. Потому что пострадала из банка всякая шелупонь. Остальные люди успели и деньги сохранить, и вывести. Минимум за 3 месяца. Вот уже есть это понимание, что не так в одно нажимание. Но ближний круг, опять же, те, кого мы знаем. Казалось бы, не был предупрежден. Банки были предупреждены. Там очень много чего случайного и непонятного, не государственного. Вы все время рассуждаете о нем как о государственном человеке и о них как о государственных людях. А это группировка.
И пока у власти, победа возможна только потерями, жуткими потерями, что, собственно говоря, и планируется. Вот. А то, что на оружейном фронте, я уже это упомянул, если уж стали у не самых промышленно развитых стран покупать и ракеты, и дроны, вот это очень плохой признак. Очень плохой. Это так, к слову. К анализу. И вот за кадром возник очень серьезный разговор. Жаль, что в этой передаче он не получил развития. Скорее всего, вот я согласен с тем, что, скорее всего, Путин приговорен и лично, и его режим. Вот что дальше будет, это сложно сейчас сказать, но вне всякого сомнения, вот этот вооруженный конфликт, он ускорил историю, и мы станем свидетелями грандиозных изменений в самое ближайшее время. И вот здесь наиболее трезво и ярко звучит призыв объединяться. Объединяться, формироваться, каждый сам может сделать выводы и в своем понимании. Но сейчас этот призыв уже не просто призыв патриота, это важнейшее и самое главное, что сейчас уйти от псевдо вот этой патриотической риторики, забыть все политические разногласия и объединяться в преддверии ближайших изменений, политических, гигантских политических изменений. Вот это, я считаю, важно донести. Спасибо. Спасибо большое. От себя добавлю, что начинали мы со слов о круглом столе государства развития, современные методы развития государства. Запись есть на канале Спец, и ссылку мы добавим в описании всех наших эфиров. Зайдите позже, посмотрите. Сейчас, пока вы еще не успели, если поставить лайк, вот срочно здесь под экранчиком, точнее вот здесь вот поставьте. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, в чем согласны, в чем не согласны, многие из вас пишут. Возвращаемся к этому круглому столу, нужно посмотреть, много умных мыслей. Особенно вот ярким был Булат Робертович Нигматуллин. И главная мысль, которую он говорил, страна в опасности. Но я вам говорю, он говорил это, когда был еще ковид. Мы сейчас говорим, дайте новости про ковид почитать, хочется о чем-нибудь расслабиться. А вот сейчас-то вот эта ситуация еще ужаснее. Но, чтобы не быть игрушкой в политической всей жизни, нужно быть более активным. Вам нужно сейчас уже начать думать, вообще в какой вы стране хотите жить. Какой эта страна должна быть. И вот для этого мы здесь и обсуждаем все, что происходит и куда мы движемся, чтобы помочь вам понять, в какой стране жить и что вам для этого нужно делать. Прийти на выборы, задуматься об этом или о том, говорить на определенные темы. Вообще не нужно быть пассивным в этой жизни, иначе ты будешь объектом, а не тем, кто делает эту жизнь. В общем, будьте бодрыми, будьте крепкими духом, и с вами увидимся в следующем эфире. Всем хорошей недели и спасибо нашим гостям, экспертам за участие в этом эфире. Спасибо большое вам. До свидания. До свидания. До свидания.